Да не надо восхищаться. И так хорошо. Почему? И так хорошо получают. Ну, много им дают. Вон сколько хоккейных, футбольных команд развели, миллион туда саживают, и все. А еще больше будет, еще будет больше. Я считаю, что да. В принципе, может быть самостоятельный сам по себе. Значит, суверенитет можно давать сколько, как Ельцин говорил, проглотите. Ну, больше нужно университет. Этот суверенитет больше, когда региональные власти компетентные, вот, избранные, лучше выражать интересы своего народа Татарстана тогда, когда имеется достаточно суверенитет. Побольше денег было в бюджете, чтобы зарплаты были хорошие у людей. Вот у меня, например, маленькая зарплата, 30 тысяч всего рублей. Вот. Работаю в бюджетной организации. Чтобы зарплата была, и дороги были хорошие, и налогов поменьше, и за квартиру, чтобы платили поменьше. Все, Понятно. что мы хотим, обычные люди. В Татарстане должен быть татарский язык обязательно. Потому что здесь все-таки татары живут. Не надо никакой обязаловки. Больше учить, больше нет. Тоже это все-таки не Украина отдельная какая-нибудь, а все-таки в России ходит. Национальный татарский язык у нас связан именно с суверенитетом. Это часть культуры нации. Поэтому, значит, надо это дело продолжать. Но не в обязательном порядке, а проводить популяризацию и разъяснение, что раз это часть культуры, не надо забывать, что откуда мы выросли и куда идем. А это будет способствовать истории. Я считаю, что по одному уроку в неделю будет достаточно татарского языка чисто для общего развития, чтобы поддерживать его на таком разговорном уровне, то есть без каких-то углублений, чтобы просто его банально понимать, разговаривать, это тоже является, в принципе, одним из языков в Татарстане. То есть русский, татарский, на нем нужно уметь разговаривать, понимать.